Так, братцы, что-то идем, и донка вообще вся возле берега. Что-то очень тяжелое. Или столько травы, или рыба какая-то крупная, или коряга. Ну, травы вообще много. Вообще, смотри, его снесло. Ну, пошла. Смотри, сколько травы. Вообще гирлянда, ребята, смотрите, что творится. А, там рыба. То есть снесло еще. О, какой налим. Хороший, ребята. Смотри, клюнул налим, оказывается. А мы тут кушаем и не видим. Нет. Все спокойно, брат. Вот первенький, ребята, в заглоте. Стоять, брат. Стоять. Захавал, блин. Захавал. И трава, и налим, короче. Ребятки. Блин, захомячил вообще плотно. Ну вот что, работает, Илья Сергеевич, тема наша. Захавал нормально. Ну, хорошенький такой, ребята. Больше килограмма. Налимчик. Сейчас будем доставать. Вот, ребята, хороший жирный налим. Упитанный прям вообще. Сразу видно было донку возле берега, что-то непонятно нам. А мы еще там пока сидели, не слышали колокольчика. Ну, немножко с этим ужином прозевали, конечно, клев. Надо уже было выходить. Илюха несет садок. Илюх, там же за жестянку на карабин цепляй. Вон, видишь, карабин у меня. Дай его. Да, кидай туда его. И вон, тут жестянка. Вон сюда за кольцо цепляй. Да, прям туда. Он пробивает. Я так делал уже еще раз. Не. Вот прям сюда цепляй, вот сюда. Загни. Во. Все, первый есть. Илюха, распечатали позицию. Ну вот, пускай плавает. Дружище. Сейчас, может, тебе еще кого-нибудь подкинем. Что, Илья Сергеевич, за первого? Ну. Поработать сегодня придется. Видел, сколько травы, да? Ребята, у нас немножко коньячку сегодня вечером. Шоколадочка, чаек. Красота. Да, травы очень много, блин. Ну а что делать? Вода прет. Будем? Так, братцы, что мы имеем? Минус одна донка у нас. Я хрен знает, как его уволокло. Походу какая-то рыба с травой, наверное. И все это связано, просто не выдержал. Хотя все втыкал. Вот я тебе говорил, плавим ложки. Вот сейчас перешли вот на такие ромбовидные. Не сильно закручивают, классно стоят на дне. Это, ребят, мебельная ножка перевернута, туда заливали. Вот это саморез. Разных диаметров я взвешивал. Вот этот грузик весит 120 грамм. То бишь вот этот в районе где-то 150 я взвешивал на весах. Вот это где-то 170, это тоже где-то 150 грамм. В целом хороший груз. На доночку поставим 170. И одну новую поставим. Потому что ну, там просто место стало пусто. Не знаю, утром, конечно, походим, посмотрим. Это вторая донка, ребят, за сезон, которая уплывает у меня. Так. Ну и на поводочке леску. Леску ставлю 0,4, ребята. Все, сейчас два поводочка завяжусь. Там уже на доночке все приготовили. Крючки, опять же, разные. Карповые, длинные цевья. Но обычно использую вот такого макара, вот такой крючок. Желательно вот с этими заусенками, как держит червя, очень классно. Пучок не сбивается, а все равно здесь держит. Ну, не знаю, это чисто уже мои доводы. В общем, к чему привык, так скажем. Конечно, можно что-то менять и пробовать по-разному. Ну, я не знаю. Вот петля-петлю сейчас все сделали. Сейчас тоже петельки наготовим. Сейчас просто пойдем с Илюхой. Два поводка вдену, грузило вдел.
Игдонка у нас опять в боевом снаряжении. Не надо будет вот ночью вот так сидеть, там на основную леску вот так завязывать, привязывать. Я сейчас тут под фонариком красиво сделаю и все. А лучше просто приезжать с готовыми поводками на рыбалку и уже не заниматься вот этим делом. Потому что сейчас выход на лима, грубо говоря. А мы сидим, вяжем вот такие крючки вот с такими узлами. Ну вот, ребята, после обрыва мы уже сразу с Илюхой заготовили. Вот смотри, Илюха, что, петелька тут готовая. Петелька вот здесь. Все, затягиваем просто и все. 3 секунды делов, блин. Не знаю, какие там могут быть. Вот поводочек, пожалуйста. Считай, с грузилом то же самое. Большая петля. Вот новые груза, которые сейчас сделали. Также заводим его. Все, грузил уже стоит. Вот и второй поводочек. Тоже демонтаж, как бы ночью он минимальный. Не знаю. Я считаю, и по фидеру паттерносер использую. Там тоже петля идет. А так в целом все, считай, доночка у нас заряжена. Сейчас миножку повесим. И в бой ее. Не знаю, ну тут правда зацеп, блин, стоит. В принципе, донку надо смещать уже, по сути. Ну да ладно, попробуем еще раз. Вот, правильно. Там прорезик ножом, который сделан. В другую сторону делай, да, там же. Вот туда засовывай, ага. Ну, через сантиметров 50 на колокольчик вешай. Также петля в петлю работает все это дело. Куда делать, сюда? Сантиметров 50 от кончика, ну. Вот там это делай. Так делать? Не, смотри. Вон, все тоже очень просто. Почему универсально, что даже до колокольчика. Вон, смотри. Продеваем туда его. И затягиваем. Все, видишь? Вот так. Много надо сказать. Да, сейчас я сам. Сейчас, Илюха, научу тебя. Будешь в городе ловить на вычеге. Обязательно перематываем, чтобы леска выходила как с катушки. Если ты не перемотаешь, у тебя будет снизу будет идти. И это получается, есть возможность забородиться. Хоть и леска крупная, толстая, но опять же, это надо делать обязательно. Ну что, демонтаж у нас. Поставили доночку, которую уперла, блин, не знаю, завтра, Илюха, поищешь, блин. Трава тащит, ребят, смотрите. Аж, блин, фидера просто в упор. Охренеть просто, что творится, блин. Да, травы, конечно. Но мы что, перезарядились. Через полчаса, наверное, проверка будет. Пока никто не звенит. Да и этого не слышали. Правда, там пилили, кололи, шумели, когда он клюнул. За этот период, пока мы ели, готовили. Пока не знаем. Ну, в общем, все, что. На лагерь. Неудобно тут сейчас. Ну, тропинку сейчас тут наделаем. Песчаную. Нормально будет. Красотки стоят. Кстати, у Гладиатора, ребята, уже нового, да, вот этого в этом году я брал. Башка, смотрите, от Ямахи не отличается. Вот этот колпачок, вот он, ну просто вообще в идеал. Подсос, такая же плямба стоит, флажок скорости. ЧК даже, ребята, вот этот на подъем, просто в один. Вообще копия, просто наклейки разные. И это китайский, а этот японский. Вот как-то так. Лесу, наверное, проработал. Сколько? Либо 6, либо 8. Прикинь? Ну, а че? Я скажу, в лес батя в лет 12 гонял. Где-то лет до 19-20, короче. Каждый нахуй. Очень много выходных. Пока в школе все учился, короче. Студенческий, весь первый, бля. Первый, второй курс. Ага. Первый курс точно. Частенько нахуй.
Один раз, короче, меня потом чуть лесу не убило, нахуй. Я сказал, больше не поеду, короче, не ездил, нахуй. Че, зацеп что ли какой-то? Ну, походу. Блин, эта трава, она затягивается. Затягивают зацепы. А? Зацепы затягивают, говорю. Видишь, начинают стаскивать груз. И ищем зацеп какой-то. Нормально вроде все. Зацепил. Да, Илюха, блин. Рыбалки, я думаю, у нас с такой водой не будет. Просто даже при всем желании ходить тут не полчаса, каждый нужно каждые 15 минут, блин. То бишь донки проверили, можно идти передние уже, которые проверяли, проверять, уже трава уже будет. А вон даже, смотри, видно даже здесь, как вот грязь волочет, видишь? Ага. Вон, смотри, видишь, она идет. Вижу. Вот так и на дне херачит. Что, братва, перезакинулись? Не, вообще невозможно, конечно. Невозможно, просто забито вообще хлам, да. По метра два просто. Тины, вот эта тина, вот реально тина. Прет. Вот 2 недели назад мы здесь были. Но кто смотрел видео, доночки просто чистые идеально. Ну немножко там было. А тут все, грязища поперло. Ладно, что, пофигею что-нибудь сейчас. Зажарим, запарим. Картошки вам начистим, пожарим картошки. Что нам делать? Балдеть надо. Дождик моросит, но ты в шатре классно. Нормально, отдыхаем, придет. Ну, конечно, охота еще пару хвостов выдернуть. Даже несмотря на такую погоду, грязь такую. Будем стараться ходить, проверять. Посмотрим. Может, дай бог, еще хапнем. Должны. Время-то еще только 10. В общем, ребята, картошка, второй хлеб. Илюха говорит, жареный картохи надо бахнуть. Так, ну что, братан, куда давай в очистке какой-нибудь пакет. Потом сожгем все это дело. Чтоб не валялось. Пожарим, короче, да? Сосиски, картохи туда накинем, да, сделаем себе нормальный ужин. Здесь. А то что, мы так решили, короче, на сердцах вывести всю коляску, но у нас не срослось, что-то у нас все никак. Картошка, тем более, ребят, свежая, ну, то бишь своя. В этом году урожай вообще плотный был, хорошенький. И как бы, пока она такая, то надо ее есть. Она очень вкусная, реально. А уже зиму в яме полежит. Потом что-то такая дрябленькая становится. И уже не та. А, вот сейчас вон, ребята, это не кормовая картоха, кстати, вот белая, знаете, которую вот многие на рынках покупают. Это красный сорт, кстати, снегирь, не снегирь, сейчас точно не буду выдумывать ничего. Но сорт такой, ребята, поддержан с севера, как бы, ну, относительно, я знаю, что у многих даже два раза урожай принимают. Они сажают уже в апреле, в июне снимают первый урожай. И так же, как мы снимаем осенью. А у нас она в земле все лето. И вот, как бы, в этом году солнышко грело. Это не кормовая картоха, а реально, ребят, хорошая. Пюре насыщенное прям. Не знаю, можно прям на воде сделать, и она будет пышная и вкусная. Никакого молока добавлять даже не надо будет. Крахмала там достаточно, так что, как говорится, только потом попукиваешь, да, Илья Сергеевич? Ну да, да. Картофанчик. Картофанчик. О, 4 картошки, ребята. И сковородка. Нам поесть. Что-то горяченького захота. Плотная картошка, аж не режется.
конце соли. Сверху. Ну, он, во-первых, в масле готовится, фрита. Мы сейчас, кстати, недавно делали тоже на новой печке. Печечку себе взял с казанком. Пробовали. Классная вещь. А у нас сейчас тут свой фри будет. В общем, решили, ребят, разбавить картошку немножко сосисками, так как они уже тут у нас были. Я думаю, что они тут будут лежать холодные. Кто есть не будет, а в картошке, я думаю, будет неплохо. Ну, в общем, как-то так. Лука, картофель, специи накидаем, солюшки и нормально. Будем кушать. Ну что, Илья Сергеевич, пожалуйста. Блюдо готово. Картоха жареная, головы щучьи, икра, говорит, баклажанная. Кстати, по поводу икры, Алена Сергеевна угостила нас, я тебе обещал. А, типа есть этот, как его, салатик такой, знаешь. Лечо? Да, типа лечо, короче. Если любишь, пожалуйста, угощайся. Под картошку, тем более, она вообще идет. Че, картоха, соль? Хорошо. Четко все? Ну и все. Так, и что у нас поздний ужин, ребята, как говорится, на рыбалочке. Лайфхак по открыванию банок. Чтобы открыть. Да, банку. 3-литровую банку видел, сколько тебя открывает? Бам! Ромашка. Нет, смотри, лайфхак не работает. Не? У Алены Сергеевны руки крепкие, я тебе скажу. Закатывает она вообще от души, да. Ну. Так что все. Вот как-то так, ребята, мы сейчас догрызем сосиски с картошкой. Выпьем, конечно, коньячку. Кинсберга какого-то. Покушаем, ну и пойдем опять травы пощипаем. Сегодня сенокос у нас идет вообще капитальный. Не знаю, вот на завтрашний день кидаем планы, ребята. Илюха вот будет тренинговать, спиннинговать, джиговать. А я вот все думаю по продольнику. Будем завозить его, не будем. Будем геморрой себе устраивать. Хрен его знает. Опять же, место не место. Как, что, одному Богу известно. Но если, думаю, остаемся мы на вторую ночь, то, я думаю, на донках стоять не будем, надо ставить. Ну, давай. Мясо приготовить. Продуктов столько много, что надо что-то и тоже делать, по сути. 2 куска сыра. Опять же, побывать на реке, на рыбалке, не приготовить какой-нибудь. Знаешь эту поговорку по поводу этого? Сибиряк не тот, кто не мерзнет, тот, кто тепло и одевается. Знаешь? Вот так вот. Ладно, что, посмотрим. Там грузила, в принципе, ложечка. Неужели так трава снесла? Ну, по ощущениям, слышь, Илюх, ничего нету вообще. Да, я не знаю, почему так уволокло. Немного есть. Немного есть, да? Да, немножко есть. Нет, просто это барахло снесло. Сейчас смотри, какой ковер. Охренеть, блин. Тут по весу, знаешь, я тебе скажу, тоже не слабенько. Она вон весит, видишь, как сколько. Старая тина, блин. Просто реально тина. Ладно, что, прогуляемся. Перезакидывать все равно нужно, тем более с таким расчетом. Я думаю, будем сидеть немножко. Все спокойно, это не червь. А тут опять же приходится перезабрасывать. Раз. Два. У нас тут, ребят, налимчик. Хлопец песчаный. Ты чё, дружище? Миножку я захотел.
Фига злодей, смотри, 2 еще поводка съел, бля. Жадный парень. Вообще жадно, ребята, видали? Сажал 2 миноги. Стоял на одном поводке, съел 2 миноги. Я что-то не могу понять, думаю, что он запутал, что ли? Да. 2 крючка, ребята, 2 миноги. Видал, какой жаднюга, да? Угу. То бишь налил, значит, кормится все-таки. Просто говорю, мы... Ах ты, крючок сломался. И миноги, хана. Покоцал он, блин. И второй поводок. Рот маленький у него. 2 штуки, ты чё, братик? Опа. 2 поводка съел. Охренеть, ты, блин. У нас и 2 миноги попортил, и крючок еще сломал, блин. И что мне с тобой сережкой отправлять? Давай, иди подумай над своим поведением, блин. Давай деду передавай привет. Позови его. Вроде языке у него крючочек. Нормально лежит. О, зараза, ребята. О, у нас снежочек. Так, ребят, ну что, дело-то к 12. Я думаю, печурку надо растопить. Хату прогреть. Опа. Да и тут и так после снега все влажно. Так, ну сегодня брикеты, ребята, у нас. Повторюсь, что вот они влагу не любят. Если дождь, сразу прячь куда-то. Потому что, блин, сколько раз просто попадал. Даже от сырого снега они у меня разбухали. Ну, вещь, конечно, классная. Для печки. Сейчас распалим. Вот. Дровишки, ребята, еще на ночь. Пускай сохнут. О, красота, Илюха. Все, пускай сохнет. Хата наша. Кто-то крупный прям, ребята. Прям вообще крупный. Ладно, что. Есть у нас немножко криспомбасиков. Сейчас покажем мы им немножко. Кто, говорит, в хате хозяин, бля. Вот это крупный, я не знаю, или лось, или медведь. Точно. Так. Зеленого. Зеленого. А добавим потом желтенького. Ну чё? У нас этой штуки пускают? Да? Ага, все понятно. Можно дальше пускать. Да. Не, надо просто этот. Можно подискосок. Кто-то говорил, то, что она с 2 зарядов прям лупит. Можно, говорит, сразу. А если вот туда? Вот другое дело, видно.
освещает, да? Ага. Ну, не знаю, кто такой Илюха, вообще не знаю. Лисы, волки так не ходят. Кто-то крупный был. Носочек зарежем. Так, друзья, ну что, у нас последняя, скорее всего, проверка на сегодня. С Илюхой будем уже, наверное, заходить играть в карты. Сегодня, правда, в дураках его не получится оставить, так как сказал, будет мне учить турецкой игры какой-то. Турецкий Вася, игра какая-то. Смотрите, ребят, это у нас с 4 или с 5 проверки. Ну, не знаю, сколько тут Илюха. Вот это все, ребят, вот это дермантин плывет, который все забивает. Охренеть вообще. Я боюсь, что будет утром тут, Илья Сергеевич. Я думаю, надолбасить так, что, блин, я замучаюсь тут и щипать, блин. Ладно, перекидывать все равно надо. Да, ребят, это просто сенокос какой-то. Вообще, не знаю, травы просто прет вообще кучу немерено. Да. Плохо это все, плохо. Так, ну что, ребят, на ночь Чайковского. И пойдем мы отдыхать. 2 час ночи. Опять замогрил дождик. Какая-то тучка подъехала. Чайку пьем свеженького, заваренного. Да. С этой травой, я говорю, хрен знает что. Утром что, посмотрим, что будет вообще. Самому прям интересно, блин. Ладно, что, палатка топится, там у нас все классно. Чайку попьем и пойдем. Ребята, залил дождь опять. Капитально. Мы все, идем домой. Вообще просто ливень. Все сырое нахрен. Он как поливает. А у нас печурка. Хорошо ушли, блин. Так, ну что, сыграем партиечку. Сейчас походу будет этот традиция, Илюха. Картишечки разбиться. Держи, пересчитай, брат. Все по чесночку. Потом будут фонарики ставить на зарядку. Провода все. Ребят, в общем, мы дома.
Палатка вот реально все просушила. Даже травишка так подсохла. Скинули сапоги. Ноги все сырые, блин. Влажные. Сапоги сушить. Все сушить. Ну, сейчас по традиции картишки свернем. Короче, турецкая уже долго будет. Илюха сказал, дурака бомбанем. И отбой. Тут держит, не держит? Ну, мне без разницы, может не Давай, держать. держит. Тоже. Да. 6 есть? Срать там в руки. 7. Девятка у меня есть. Ходи давай. 8. 8. Так. Так. Ну что, возьмем. Бенцам плохо, да, все? Нет, говорит, бей хоть. Этим бей. Давай посмотрим. Такая была, такую пробовал, да? Надо пробовать больше. Минуточку, да? Да, все, ребята. Картишки поиграли. 5-4 Илюха выиграл. Сегодня даже у нас не 3 партии, как обычно, побольше. Короче, матч реванш, все. Илюха выиграл. Короче, будем балдеть. Все. Отбиваться. Надо спать. Поспать тоже надо, морнуть.